сегодняшнего совещания, наверное, все понимают, та ситуация, которая у нас в республике, не только в республике, во всей России, такая обстановка, объявлена частичная мобилизация. Главой государства указом от 21 сентября номер 647 объявлена частичная мобилизация. Вообще, частичная мобилизация, разговоров много вокруг этой ситуации. Что такое частичная мобилизация, почему она сделана, как это сделано, для чего это сделано. Ну, я думаю, что директора, люди сознательные, в первую очередь, которые понимают, что если бы мы не начали это все, специальную военную операцию за пределами нашей страны, нам через месяц-два пришлось бы это все принимать у себя дома. И было бы намного тяжелее. Было бы намного тяжелее сегодня, чем там. Мы же понимаем, что было в 1941 году. Если мы тогда не верили этим словам и провели бы эти мероприятия за пределами Советского Союза, за границей нашей страны, не было бы столько жертв у нас в стране, не было бы столько проблем. Было бы намного проще это все провести там, чем у нас дома. И тяжело бывает, когда дома. Но та ситуация, которая сегодня сложилась в Кунзасском районе, честное слово, обидно. Да, есть люди, которых нельзя отправлять. Это не все можно отправлять в Москву. Вот, например, если есть учителя, если мы будем отправлять учителя, а потом кто будет учить наших детей? Мы их не можем отправлять. Есть какие-то специальности, которые мы не можем отправлять туда. Но есть же люди, которых нужно отправлять, которые должны, которые взяли на себя обязательства, которые говорят, что я мужчина. Ну, это же что-то означает, наверное, что слово мужчина. Что защищать Родину же должен, наверное, какая-то честь должна быть, какая-то совесть должна быть у людей, которые бегают, ищут, говорят, оставьте меня, пока я поставлю зубы. Да, ну представьте себе, мужчина приходит в военкомат, вот сегодня ему надо было отправлять в армию, он говорит, оставьте меня, я должен зубы поставить. Ну, как с этими людьми разговаривать? Вот завтра он придет, глава села, и скажет, дай мне участок земли, я хочу дом построить, я хочу жениться, он скажет. Он придет в совет и скажет, дайте за рождение моего ребенка 10 тысяч рублей. Или там, дай мне инвалидность, я хочу инвалидность, дайте мне деньги, он скажет. Или через год, через два скажет, дайте мне пенсию. Что за мужчина такой должен быть? Что за человек такой должен быть? Как этот человек может в лицо посмотреть тем людям, которые пошли сегодня служить? Как он может посмотреть соседу в лицо? В глаза как он будет смотреть? Не могу я понять таких людей. Да, есть люди, которые выполняют другие задачи. Есть люди, которые не всем суждено служить. Это во время войны тоже так было. И в 1941 году было, мы не знаем. Гурам было у наших работников культуры. Как они 7-8 человек вместе написали заявление и ушли на фронт. Хотя они могли не пойти туда. Они обязаны были здесь находиться, но они же ушли туда. Гром бывает всегда. Но есть люди, которые должны защищать Родину. А мы что делаем? Вот учителя, директора, мы какую разъяснительную работу проводим в селах? У себя в населенных пунктах. Какую работу мы проводим? Учим людей, скажем, у меня желудок болит, один говорит, сегодня у меня желудок болит. Что я не могу в армию пойти. Причины ищут все. Все ищут причины. Да, молодцы, очень хорошо ребята пошли в армию. Очень хорошо, достойные ребята пошли. Он в спортшколе, которые были ребята пошли, он сын главы Лайдовского пошел сам. Его же никто не отправлял. Вот пример, как показал человек. Вот достойный пример, как отправил. Да, тяжело, наверное, нам тоже тяжело, всем тяжело. Вы думаете, нелегко разговаривать с 1500 родителями, получить их проклятие. Мне тоже нелегко. Но это жизнь такая, это не мы придумали. Если мы сегодня это не сделаем там, завтра это мы будем делать здесь дома. А завтра кто нас будет защищать? Завтра вот эта женщина придется нас защищать.
Потому что мужчин нету, получается, 100 человек, которые могут взять в руки оружие и пойти. Из 33 тысяч жителей Музавского района. Нет у нас таких людей. Молодцы, спасибо, да, 450 человек почти у нас принимают участие в этой операции. К сожалению, бюджет тоже не получается. Есть у нас, да, 8 человек мы уже похоронили. Очень жалко, жалко молодых ребят. Но когда мы говорим о жертвах, принимающих участие на спецоперациях, а что, в ДТП мало погибает? 47 человек, я в прошлый раз тоже вам говорил, в течение 2 месяцев 47 человек в ДТП погибли в республике. Ну, уже 54 человека погибли в ДТП. Вот же живой пример, вот возле РОВД столкнулась машина Шамильского района, 25 лет молодой парень, насмерть разбился. Что он на войне был, что ли? Или тот роводинец, который с армии пришел, отслужил контракт, закончил контракт, пришел в ДТП погиб. Это судьба, от которой нам некуда деться. Но в этих мероприятиях, я думаю, что самую основную роль должны играть учителя и директора, руководители, заведующие. Вы же элита. Вы же руководители учреждений, которые воспитываете детей, воспитываете жителей сельских. Вы же говорите, что вы руководители предприятий, которые уважают все село. А если сюда в Музах они нападут, тогда что делать? Все служили, все сейчас говорят, что в 1978 году в Афганистане лучше было. Молодых ребят, которые только-только призвали на срочную службу, отправляли туда. Сейчас-то их не отправляют. Сейчас же не отправляют срочников. До 1989 года срочники ходили у нас в Афганистан. А что, в Чечне легче было? То же самое. То же самое срочники служили. А что, легко было там? Нет, конечно, не было легко. Никому не бывает легко. А что, в 1941 году легко было нашим отцам, дедам, прадедам, которые 6 человек с одним ружьем воевали? Нет, конечно. А для чего они это все сделали? Чтобы сегодня ходить, смотреть, как двое родителей считают себя отцами или матерями, не знают, кто отец, кто мать детей. Это что мы хотим. Однополые браки мы хотим, чтобы здесь были. Вот этого нам сейчас как раз не хватало здесь. А к чему мы идем? К чему учит нас Европа? Потому что ребенку отец не может замечания делать. Весело получается, да? Что же ребенок может на отца жалобу написать. Очень хорошо будет. Хорошо же будет для нас. Очень будет хорошо. Раскрашенные, разноцветные дети, которые на этих митингах, которые ходят в Махачкале, они чьи дети? Они что, с Луны свалились, что ли? Они же наши дети. Или вы забыли, что было 5 лет назад, и в Хунзавском районе, в том числе и в республике, то, что было 5 лет назад? Забыли, что ли, все? Все говорят, почему милиция не идет. А когда милиция воевала с этими людьми, все где были? Где были все они? Вот так же прятались за юбками матерей, жен, сестер. Все прятались. Одни милиционеры тогда работали. Все говорили, это их не работает. А вот же сейчас пришло время показать себя. Пусть покажет, кто может. Очень хорошие ребята у нас есть. Очень хорошо, которые служат, есть. Каждый день и видео отправляют. Мы видели все в свое время. И примет участие, и 2 человека, что получили орден мужества. Ни одного района нету. Наши получили 2 ордена мужества. Молодцы, орден Жукова 3 получил. Подполковника получил досрочного. Академию генерального штаба отправили. Признали лучшим командиром батальона. Это что, не радость для нас? А что нам еще нужно? Кто-то сказал, там кушать нету, кто-то сказал, там портянки не дают, кто-то сказал, там носовые платки не дают.
А где вы видели, чтобы на войне на столе платки давали, там, каждый день 3 раза кушать давали, горячее, первое, второе, третье? Где такое видели? Когда они сюда нападут на нас, тогда будет у нас и горячее питание будет, и все будет у нас. Только Родины не будет. Только некого защищать потом. Поэтому я думаю, что в этих мероприятиях вы должны принимать активное участие. Активное участие нужно принимать, нужно агитировать. Не нужно говорить, чтобы они в армию ходили. Просто нужно говорить, чтобы они не уезжали. Не убегали они. Вот сейчас приятно будет, мы сейчас отправим милицию, отправят людей. Дело вас будет на нескольких человек. Там в тюрьму отправят или там дадут условный срок. Вот это что ли будет красиво. Я думаю, что когда мобилизация началась в Кунзасском, не думал я, что вот так плохо будет. Что придется вот 10 раз там каждому человеку говорить. Даже мы пошли по другому пути, который никто не сделал. Думали, вот каждому сельсоветам определенное количество людей. Не будем будоражить район. Не нужно этого делать. Не нужно. Вообще насильно человека же тоже не отправишь в армию. А то, что мы его туда отправим, он бросит автомат, убежит там предателем или там застрелит своих родственников, друзей, для чего их туда отправлять? Таких людей. Просто таких людей надо знать в лицо. Вот таких людей надо показывать на каждом мероприятии в селении. Вот этих героев нужно показывать, когда в селах какие-то мероприятия проводят, там главу выбирают или что-то делают, они же в первую очередь там ходят. Героями. А почему здесь не показывают свои герои? Почему сейчас не могут этого делать? Этот вопрос, который не снимет с нас до тех пор, пока не закончится эта специальная операция там. Да, референдум закончился, я думаю, в течение 3-5 дней основные вопросы решатся, присоединиться, это все, эта территория станет территорией России. И нам придется это защищать. Почему? Потому что чтобы натовские войска хотя бы на 10, 20, 30, 50, 100, 200 километров, чтобы были подальше от нас. Вот это угроза, которая у нас есть. Если сегодня натовские войска будут на Украине на расстоянии 1000 километров от Кунзасского района, что нам хорошо, что ли, от этого? Нам очень хорошо получается, когда ракеты летят на 2000 километров, там, на 1000 километров. И первый удар, самый лакомый кусок, кто для натовцев? Северный Кавказ. А на Северном Кавказе кто самый лакомый? Кто граничит с 6-7 государствами? И морские границы, и сухопутные границы. У кого есть? И, конечно, Дагестан. Все хотят Дагестан получить. Если кавказаны хотят там по другим причинам каким-то, а Дагестан они хотят получить, потому что выход во все страны у нас есть. Поэтому мы должны в первую очередь об этом думать. О себе мы должны думать сегодня, пока это все не дошло до нас, пока это все не пришло к нам домой. Дома воевать нам тяжелее бывает. За пределами воевать нам легче бывает. Поэтому нужно в первую очередь думать о себе сегодня, пока не стало поздно. И что касается мобилизации, в начале того, что я говорил, отправлять, все говорят, почему того не отправили, почему этого отправили. Ну как можно отправить повара в армию, если там нужен танкист? Зачем туда отправлять повара? Зачем туда отправлять спортсмена, когда там нужен артиллерист? Для чего? Не бывает такое, чтобы всех, кто отслужил, всех отправили в армию. Отправляют туда те специальности, которые сегодня востребованы, которые сегодня нужны. Просто так пушечное мясо туда отправлять зачем? Зачем человеку туда отправлять, научить, которого целый год обучать нужно человека, а обученного человека оставлять дома? Так же не бывает. Мы же не можем учителям поставить тракториста сейчас. Или водителя не можем поставить, или другого человека не можем поставить, учителя. А что, в армии, думаете, сейчас техника другая, что ли? Самая суперсовременная техника сегодня принимает участие в военной операции. Суперсовременная техника. Вот Анусинский, который приезжал, отпускник Макашарипов, говорит, не нужно ничего делать.
Нужны грамотные специалисты. Когда я говорил, что в армии нужны обученные грамотные люди, кто-то воспринимал это неправильно. Нам нужны грамотные люди, которые могут работать на современном оборудовании, на современной технике, которые могут. Сейчас же не наводят пушку там по цели напрямую. Она стреляет на 30, 40, 50 километров. Он даже не видит цель никто, когда стреляет. Поэтому должны быть специалисты обученные, которые прошли это все. Для этого и идет отбор, для этого идет комиссия, для этого и принимают туда людей, которые прошли это все, службу в армии. И военкомат знает, кого нужно брать, кого не нужно брать, кого можно отправлять, кого нельзя отправлять. Они очень хорошо это все знают. Не нужно их учить. Они же не учат вас, как в школе уроки преподавать. И военкому тоже не нужно учить, как кого отправлять. У них есть специальные задачи свои, которые поставили перед ними. У нас есть перед нами, которые поставлены задачи. У вас есть перед собой, которые поставлены задачи. Что касается кому отсрочку, кому отправлять, кому не отправлять, я подробно, практически на все вопросы ответил по телевидению. Это все есть у вас. Рассылайте это все в группе по всем поселениям. Практически все вопросы, которые задаются, там есть ответы. Практически все вопросы. Это может быть где-то аккумулировано, где-то объединенные вопросы, но все вопросы, которые задаются, это взято из тех вопросов, которые мне задают. Каждый родитель, который задает вопрос, и на эти все вопросы ответы там есть. Рассылайте по группам, разошлите, пускай каждый человек слушает, и когда говорят, что мы не знали, мы не знаем, это неправда. Все знают все. Просто видят то, что хотят видеть, слышат то, что хотят слышать. Уважаемый руководитель образовательных учреждений, то, что говорил Мусул Гаджиевич по мобилизации, у нас на сегодняшний день просто видно, есть населенные пункты, где практически Орда, Камыши, Уцра, в основном эти населенные пункты, которые телефоны отключили, есть которые прячутся, родители прячут. Есть и добровольцы тоже у нас. Есть у нас в районе лица, которые принимают участие в этих митингах против военных Махачкалы. Это несовершеннолетние у нас из 2006 года. Макашарипов Ибрагим Магомедович. Селение Текита. Из всех этих единственный вот этот человек опозорил нашу ему там в этом митинге. В этих населенных пунктах мы вот каждый день обсуждаем с Гаджиевичем тоже решили. У нас нет такого принципа кого-то привлекать к ответственности, уголовной ответственности или как-то что-то. Мы вот первые дни, да, были и с нашей стороны. Мы первый раз столкнулись с мобилизацией, 77 лет у нас не было мобилизации. У всех бывают ошибки. И мы столкнулись, и мы сейчас свои все решили, поставили все на все точки поставили, и в общем сейчас пришли. Ну как бы не было, те населенные пункты, которые игнорируют полностью мобилизацию, которые прячутся, к ним будут приняты соответствующие меры. Как мы знаем, от 5 до 10 лет лишения свободы идет отказ от мобилизации. Поэтому хотелось бы довести до всех, чтобы довели до своих родных, тоже довели. Нету такого, чтобы я кого-то, за кого, я за родного брата даже не попросил вот, по мобилизации. Моему родному брату пришла повестка, я за него не попросил. Поэтому это рано или поздно всех коснется. Нету такого, это сейчас первый этап идет, потом последующий будет второй этап. Если не попадут в первый этап, второй этап они обязательно попадут. Сейчас женщины выходят на улицу, митингуют, получается, мужики за их юбками прячутся. Такого у нас не должно быть. Это в первую очередь патриотическое воспитание нужно начинать со школы. И есть у нас вот моменты, хотелось пока все учителя собрались, хотел озвучить вот, по школам. Мы все знаем, вот, буквально 2-3 дня тому назад, то, что было в Ижевске. Там 17 человек погибших уже. Мы не по своей прихоти проверяем эти школы, обзваниваем, тревожные кнопки проверяем. И
каждый день мне ответственно от отдела докладывают, минимум бывает 10 школ, которые не реагируют на наши звонки, не реагируют на наши проверки. Мы по каждому факту, вот мы сегодня служебная проверка взял, вот объяснение сейчас читал каждого, я ни одного сторожа не видел, что наказан был. Все предупреждены, строго предупреждены, и объяснение у всех нормальные объяснения. Мы недавно проводили мероприятие вчисления, что туда в школе проводили мероприятие. Я отправил гражданку, отдел сотрудника, дал ему автомат и отправил его в школу. Человек через окно залез в школу и в школе прогуливался с автоматом. Ни один человек не отреагировал, пока он сам не позвонил директору. Мы не застрахованы ни от чего. Это то же самое может быть в любой школе. Этот же жест может у нас тоже произойти. Поэтому, уважаемые директора, уважаемые заведующие садиков, дошкольных образовательных учреждений, относитесь к этому очень серьезно. Мы от этого не застрахованы. Вот этот Ижевский, то, что зашел в школу, этот убийца, он напротив школы жил и являлся психически больным. И тем более с этими нацистскими эмблемами, он зашел в школу. Еще раз говорю, не могу понять. У кого в школе нет телефона? Всех есть. У кого в школе нет тревожной кнопки? Всех есть. У кого в школе нет видеонаблюдения? Всех есть. У кого в школе нет металлоискателя? Всех есть. А что вы думаете, когда вы писали письма, вы вспомните все, как один, учеба не нужна была. Купите мне тревожную кнопку, меня наказывают. Купите мне телефон, меня наказывают. Купите мне там видеонаблюдение, не поставили мне, меня наказывают. А почему не работают? Вы что думаете, просто так это все останется? Фатма Хадисовна, первый раз всех предупредили. Не нужны мне такие люди, не нужны мне Ижевск с 17 убитыми детьми в нашей школе. А где гарантия, что они сюда не придут? Лучше показали, что туда пошел с автоматом в школу, а что вы думаете, в других школах он не прошелся бы? Во всех школах, во всех садиках он прошелся бы. А если это был бы психически ненормальный человек, психически больной был бы, зарезал бы там кого-нибудь, кто за это отвечает? И что сказали бы директора? Что я там был, я тут был, я не заметил, у меня там 200 рублей не было на телефон поставить, или там тревожная кнопка на зарядку не поставил там кто-то, или все засунули ее. Потому что для этого, что ли, это все купили? Все делается для безопасности. Ночью ходят, сторожей нету. Почему нету сторожей? Потому что они все мужья, братья, зятя, всех директоров, всех заведующих. Посторонних людей же нету, кого можно наказывать там. И они не ходят туда, на охрану. Будем ночью ходить, будем проверять. Каждого сторожа будем проверять. Если где-то нету, или там, если сторожа на работе не окажет, там ни предупреждения, ничего для директора не будет уже. Там будет увольнение директора. А когда ставят взрывчатку в школу? Сколько раз вам оказывали в Махачкале эвакуацию? И Министерство образования, и каждую школу. Вы этого хотите, что ли? Чтобы у нас здесь было? А кто из вас провел тренировку по эвакуации хоть один раз? Если что-то случится, как вы будете это все делать? Вы же раздавите всех наших малолеток в школе и садиках. Они же не выбегут из школы. Хотя бы один раз в месяц провести эвакуацию детей, хотя бы один раз в месяц рассказать им, что такое может быть. Хотя бы каждого учителя один день поставить на дежурство. Это что, большая проблема, что ли? Да очень большая проблема. Проблема бывает тогда, когда вот Ижевск придет сюда. А что, в Дагестане меньше таких случаев было? Мало таких случаев в Дагестане. Когда одноклассники друг друга убивают. Это что вы хотите, чтобы здесь было? Не до этого нам. Не до этого директорам школы, не до этого завучам, не до этого заведующим садиком. Абсолютно без этого можно жить. Абсолютно. Лишь бы куда-то написать, лишь бы кому-то что-то сказать, навредить, там что-то свои вопросы решать.
Все, наша задача там побольше класс-комплектов. Один ребенок, но у нас класс-комплект должен быть в Хунзахе. Как так? Один ребенок, как мы можем его класс-комплект не делать? Нет, у нас будет класс-комплект. Вот наша задача. Один ребенок в начальном классе, в первом классе один, в втором классе один, в третьем классе один. Но класс-комплекты должны быть у нас. У нас же учителя должны работать. У нас все должны зарплату получать. Если нет этой зарплаты, это село развалится. А кому нужно это село? 3 человек, которые не могут отправить на защиту Родины. Кому они нужны? Кому нужны села, которые садики ремонтируют или школу ремонтируют? Люди не поднимаются, один день не могут помочь строителям. Для кого это все делается? Мне что ли это нужно? Для меня это все делается? Нет, это делается для вас, для ваших детей. Если нас кто-то защитит, за наше будущее, для этого это делается. Хотя я сомневаюсь в этом. Такими темпами, что будущее у нас будет, я очень сильно сомневаюсь в этом. И вопросы возникают. Это не сегодняшняя проблема. Это проблема 30-40 лет, как Советский Союз распался, с тех времен, которые идет. Все бросили патриотическое воспитание. Всем нужны деньги, больше ничего не нужно. Конечно, когда есть деньги, когда есть там богатство, зачем ему в армию идти? Давайте мы, кто не хочет в армию, давайте отдайте деньги, по 2-3-5 миллионов отдайте тем, кому идут в армию. Может так вот можно это сделать? Просто стыдно перед теми родителями, перед теми детьми, которые ушли. На самом деле стыдно. Есть села, которые хорошо, очень хорошо, и Ахалчи хорошо показали себя, Батраич хорошо показал себя, а другие почему не могут? Есть же, которые, а мужчина, например, ни один человек не пошел, города пока ни один человек не пошел, Буцкан вообще убегает, поголовно убегает, все сбежали. Найти даже не могут, даже духу нет у буцканцев, других домов знаем, где кто находится. Они вообще исчезли, буцканцы. А что, они не люди, что ли? Их не нужно защищать. Их родителей не нужно защищать, их жен не нужно защищать. А почему мою жену должен кто-то другой защищать? Они же в первую очередь приходят, и Совет приходит, и социальные службы приходят, и другие службы. Вообще весело получается. Все в очереди стоят в пенсионном фонде, оформляют уход за пожилыми людьми. Вспомнили, что у нас есть родители, что за ними надо ухаживать. Вспомнили, когда президент начал призывать в армию. Стыдно, стыдно. Пошли в райотдел, просят там, не отправляйте нас в армию. До чего докатились молодые ребята? Они готовы даже, чтобы на них уголовные дела возбудили, чтобы в армию не пойти. Ничего страшного, мы, когда очередь дойдет, мы пойдем в армию. Я думаю, что здесь, которые сидят, тоже пойдет большинство. Если это надо будет, мы вас защитим. Кстати, чтобы вы знали, положительный пример, просто пример хочу привести. Когда сказали, что медикам нужно поставить на учет, пришли то ли 8, то ли сколько-то девочек пришли, молодые, с медицинским образованием, и все как одна сказали, мы пойдем. Ни одна из них, кого призвали в военкомат, ни одна из них не отказалась. Единственное, там какая-то была инвалидность, то ли 3-я группа, то ли что было, сказала, я заявление напишу, я тоже пойду. Ну, пример, пожалуйста. Я думаю, что если когда дойдет, я думаю, что к этому мы придем. Дойдет, чтобы женщины пошли, женщины пойдут. Женщины все пойдут. Да, тяжело, очень тяжело. Каждый человек это понимает. Никому не легко. Это мы сейчас здесь шутим. Я же хожу на соболезнования к этим людям. Я вижу это все. Я вижу, какое горе, какая беда. Я хожу к этим людям. Я прошу прощения за всех, которые не пошли. Очень тяжело. Но это надо делать. Без этого мы никуда не денемся. Это надо было делать в 1941 году. Это надо было делать в 60-х годах, когда в Чехословакии и Венгрии принимали участие. Это надо было делать и в Афганистане в 1978 году. Это надо было и в 90-х годах в Чечне. Это все надо было делать. От этого мы никуда не денемся. Это жизнь такая.
А что, в 2020 году легко было нам? В 2020 году, когда пандемия поубивала людей, думаете, легко было? Нет, конечно. Не меньше людей погибло от пандемии, чем от войны. Не меньше людей погибло. В 2 раза больше смертность у нас увеличилась. Хотя Кунзасский район самая маленькая смертность. В 2 раза больше у нас смертности было, чем в другие годы. В 2020 году. Это жизнь, это судьба. Вот то, что мы видим, мы больше ничего не можем делать. Стыдно бывает иногда сидеть перед экраном. Стыдно бывает. Ну, Табасаранский район отправляют уже 60-70%. Людей отправят в армию. Дербенский район отправил. Другие районы отправляют, а Кунзасский район. Мы же кунзацы, мы же, получается, все говорят, что мы воины, мы там воевали, все нам дан платили, все там мы это собирали, а сегодня мы сами будем давать дан, украинцы были там, еще хуже, там еще кому. Это долго можно говорить, от этого, наверное, ничего не поменяется. Я думаю, что смысл и ситуацию понимает каждый человек. Каждый человек это все понимает, и каждый человек знает, что надо делать и как надо делать. Еще один вопрос, который интересно бывает. Когда я сюда пришел в 2018 году, за энерго чего-то там, фирма, которая сюда вообще не приезжала в Кунзах, нас в суд подали, там, вы все подписали. Человек, который вообще не пришел в школу, это ненужная организация была. Сейчас пришла другая организация, которая говорит, да, вот мы это делаем для этого. Каждый человек ходит в школу приходит, директора не пускает в школу. Интересно получается. Не пришел в школу, там 3 миллиона рублей можно, подписали все. Все подписали, что он туда приходил, что он там что-то сделал. Вообще никто не видел его. А сейчас приходит в школу, говорит, я туда пришел, хочу измерить, хочу какой-то посмотреть, где у вас розетка стоит, какие у вас провода стоят, какое у вас оборудование стоит. Пришел в школу, нет, не пускают в школу. Что интересно, вот та поговорка, которую мне говорили, что кунзавцы приглашаешь на свадьбу, не приезжают, не приходят, не приглашаешь, обижаются. Ну, пришел человек в школу, посмотреть надо ему, нам нужно схему получить, что нам надо делать дальше, как нам надо делать дальше, когда ремонты будут делать, что мы будем делать, как мы это все будем делать. Нет, это все никому не интересно. Теперь выясняется, что в школах нет технических паспортов. Вообще интересная, веселая ситуация, которая творится у нас в районе. Теперь выясняется, когда там начали уже зарплату выплачивать, министерство начало начислять по техническим паспортам, что их нету, вообще нету технических паспортов. А как мы до сих пор жили, как наши школы до сих пор работали, зеленки мы как делали? Никому не интересно то, что это наше упущение. Это упущение каждого руководителя. Это мое упущение в первую очередь. Я когда пришел, вообще ни у кого зеленки не было. Ни одной школы зеленки не было, когда я сюда был. Ни одного садика не было зеленки. Это мы начали это все делать. При мне начали, я говорю, 10 раз спросил, все сделали зеленки? Все сделали. У всех есть свидетельство о собственности, у всех есть. Сегодня приходит на Кретлинская нож, что у них нет этой собственности. На Кретлинская нож не стоит на учете до сих пор. Всего 80 единиц. Школу начал строить, кусок школы кто-то отломал. А вот женской хочет кусок другой отломать. Это что за отношение к нашей собственности? Это ваша собственность. Вы отвечаете теперь, сначала как мы вам передали, теперь вы отвечаете за это все. Каждый из вас отвечает как за свой родной за это все. И энергоэффективность надо проводить, и другие мероприятия надо проводить, и пожарную безопасность надо заключить договора, чтобы эти люди хотя бы в год 1-2 раза приходили и посмотрели, почему ваша система не работает. Надо заключить соглашение с ними. Ничего, я же сказал, не нужно заключать договора на полное оборудование. Если 25 этих сигнализаторов, ну заключите на 10 обслуживания. И покажите, который поломал, скажите, вот на нее было заключено. Это что, большая проблема, что ли? Учить надо ко всему. Да, очень дорого обходится, очень дорого мне это все обходится. Но я же не могу 100% все это делать.
Когда другие никто ноль делает, а у нас хоть что-то есть. Это же надо сохранить. И вопрос, который у нас основной, я думаю, что Фатима Харисовна на это тоже обратит внимание, у нас все-таки основная задача – образовательный процесс. Образовательный процесс школы. Этот процесс должен идти на высшем уровне. Знаете, что идет май, идет июнь, ОГЭ, ЕГЭ, экзамены надо давать. Переходные экзамены, Фатима Харисовна, с каждой школы. Сделайте распоряжение, пускай каждому вот лично вручите, что через каждый класс будут переходить через экзамены. Передайте это все каждому садику, что заведующий садиком выпускает детей через аттестацию или там через другой какой-то метод, найдите с этими детьми, как экзамены, наверное, нельзя давать, или собеседование, или что-то должно быть. Теми учителями, которые будут принимать в школах. Эти все вопросы нужно поставить, начиная с сегодняшнего дня. С методистами что будем делать? Методические работники, как мы сказали, 4 основных направления, чтобы у нас были методисты. 4 основных направления. Если кто не хочет, пусть не работает. Если кто не может, пусть не идет, пусть идет домой. Никого мы здесь не держим. Да, у нас зарплаты маленькие, да, мы стараемся что-то делать, но мы же насильно никого не заставим это делать. Мы тоже так же мучаемся, как и вы. Нам тоже нелегко, очень даже нелегко нам. Но тем не менее, если мы доживем до этого, но этим детям надо хоть что-то дать. Минимум, который мы можем, это воспитание и образование, которое мы им должны дать. Уважаемые коллеги, пара хлопнул Битина, сидя в зале, думаешь, какое было хорошее время, на самом деле, я прекрасно понимаю, жизнь чужого Аданху, Кианца, брат Галдиль, Абсатата, Бугер, Хавасал Курчигеж, Ватсал Курчигеж, Рухахучи, Хеджиги, вопрос очень серьезный. Настолько серьезный, что Шай Муж Ахаджа Айрон, на днях буквально был отцовский совет, Уакал Васал Рукана, Васал Битун Журавматия, около Схадуги, клона изменения, мобилизация к Байбихана, Адаму дошло лишний разговор об Байбихану, уже дохал Гуляхуда, Хуэши Хабар Хекуту распространяться, Хек жался. Хедин кидал сарафанное радио улежу, оху результации кому цим официальный голи халдиасха. Анже рукоручи цикла шарда никерни куду инстаграму на телефону, на телевизор хухайне куну цикла шарда ки кинас да куда же цикла хеджуни буби положение бичу лежу. Особенно сейчас уже битарого. Очень тяжело. Не то, что отправить, даже вот пинкруха, у меня же тоже сын есть. Вид или келин, вид из келинина ор пинкрубот, ор бача, это уже невозможно живуха. Но однако от хлопка вид из колища, он вид из колха. Не клей васл рахчун рук носа, но уже клей хлопка хапсуно, ты что за анги, ханик хади ан эзи анги, не клей кина до халха, Аргас Турмук Аниловоши, участники Ровокунина Оли разговоров, ведь среди населения все еще остались Алушинсанов Анамикта. Анжи Лошавит Улари, Дошавит Уларинам Олы разговоров. Жак Абиту Крицани, Нижер План, хотя Ахилда образование Хамасугачиус, Краснутона Никха, Жак Ахиб мобилизация Хубицин Гурин основной задачей речи. Шай он директор школы, воспитатель садика, многие не фабрика, только розук хеджоха. Просто имам Юпина и только влиятельный чаеха халхимал, дрит уларилги, армия Арсат, Ругилги, Хава. Эти же наши ученики. Мои ученики, первых детей, которые я принял в институт Кронхак изъятом, им уже 40-42 года. Именно возраст Химал не водхи холод. Эти же наши воспитанники, наши дети.
Чья Кулуканипха. Вот эти дни я была в городе, просто было страшно. Я с министерства возвращалась, именно кукольный театр в Цебу, Букара, митинги, акции, вообще вот царь меня, это уже было страшно. Эти минуты я говорил, ручай, рихтарах, говори, жакхагу, ханигу, хибинди вас, правда, и не накамби. Это было страшно, как я утром чун, бихинул бихан. Я уверена, эти мужчины их не были. Бихинул бихан, как ахтели, нет войны, ахтели ручайки. А что, кто хочет войну? Кто хочет войну? Хиданги, кинот, бихили на тарешнике. Хиданги, никер лопрел, дринтер, раили тарешнике. Но никер хат и абстракт репутатал цахмату меня. Шайд они живший семья-то батибат и руку надо. Разговор о главном прежде всего нужен в семьях, а не в школе. Рокхо пармугу. Хавахимози основной жок он эверхот ал самачунжо. Рокхо семьян самачунжо. Кината никет разговор о главном школу битин хуши уздадал обещунживат и равлятами. Так оно и есть. Хеник дал ханчик фян никеру архати хати бусхати ани толюдица. Ханчик никер добавилось стали куруники, атну куруники. Много чего добавилось в нашей работе. При котором никет забужу, есть люди готовы никет забужу, кое-что гинан через юкача и чамбиругу. Никет айрих через падяча и чамбиругу. На самом деле, я сама супертю сейчас Олю Арва, пенсионный фонд, Алпачуну без справка и Ролину. Я сама свидетель, диросу туберкулезный врач. Я сама свидетель, как ему звонят некоторые мамы, вот словом диагноз убинила нор справка клейну. Ежедневно у нас в семье это разговор есть. Я сама свидетель, как мой муж говорит одной маме, решили си прими ношен дитуларгу, учетал слабхи или не каре, кумать уже лечили органа сдыхал из зимом. Вот такая же ситуация у нас была. Кида не ракал в печку, не кеда васази, военный металлосур гуришник рукара. Кида не ракал в печку, в парень он. Халяра фикровойский часто был круной гуришник рукара. Мы же должны были знать, хатини хмхимир, адинан хихкун, волрукумат хмукунахи, хоть один день, хуарунихи, ахкунихи. Ахичен хикокина, мы были бы очень рады, тубара район, республика воинский часто дайхалун, эти материальные состояния хикомупехи, мы были бы рады. Но, видите, наступил такой день. Однако наша главная сейчас задача, букин кролихалах, никет самбача шинхалки хайзи. Бить семье. Бить аров масука через своей семье, я расскажу такой случай. Дирвац армия у них много деньжами. Дирвац армия у них Афганистан от колюбил он видеть у нас чайзон. Афганистан от колюбил видеть он несколько раз наш чайзон Иисуса. Я помню, какая была кипела ситуация с семьей Майруком. Вид на армию, кран Хабаровского, отслужил, рукой вачкана, хималгона, случайно бороться, костюм в цадах, жогут сам. Страшной смертью умер. Но неужели не кусура его хотишна? Хида не халару, киях не ке хамуби хози, хида не халару, не ке бихиши хамуби, киношижо, хавстарат не ке вазази, не ке улбузу, не ке алдисамбачу мира важнюгу. Вала чамбиру разговоров, абиля усурхазу и Николаевых никет будет антону лучше, уже никет антону. Никет хитал ханчему беру, рассел до кой хитал ара. Хитик антону канши, ми чидаку бихинец ваши шатая с колонну поджидойку семья. А разве не так было? Не хотелось бы. Но это уже случилось. Цочису ошибкал дракон гуру. Жак диспицу бюджет. Я точно знаю, каждый из вас вот так думает. Но однако, обисеньку, хапа мне же нужно
нужен бицаргалар, не для этого мы вас сюда собрали. Дальше нужен цепелудина бицини. Росу ходина до собрания в Гайзе. Родительский комитет собирает Гайзе. Бицини, химала с бицини. Даже вот сентябрьский дни разговор о главном Гайзе, и кец бицу не охолда, алдашим бицини. Я даже от учителей слышала, а бицу нарбыши ой любил он. Вот теперь есть о чем говорить. Вот буквально на днях, на данных в Доме дружбы, все выступили. Габушин же бицана, Ахилда, она химал, цейра химал, перакал бросом. Вот вы бы видели, цейра химал, реха химал, слушайте, клянусь, мне было стыдно, видите его министр Энри, я своими ушами слышал, как он сказал, а где же разговор о главном? А где же разговор о главном? Но абсолютно никаких нет бить человечку. Это трудно это верить. Даже бить человека могут не бить человека хоть разок коммуникировать. Те же самые кнопкой галджалбиха. Но если раньше был плану теперь они нужны. Нужно будет со всех сторон шихалика хидайхайлина руку. Хисан шидайхайлина. Например, два российских города Дхайлин, Хабаков, Дхайлярин, Ожевечо. Вот только что озвучено уже дураду, что-то школу. Волгу чайники, они берут. Ну, когда нужно дыхало доверить. Теперь движение Волги Раарун Гуцатаху. Поэтому я говорю, не жец ол Жанрича лишний чидро. Поэтому я сегодня это говорила. Жанрича олю вопуск кайдах. Не кецо противоречит йом, о ричанчи нужно цель олю. Питку ричанчи олю. Ричази ричаги цо адам жани. Ватку гиш, братьями твару гиш, он хлышу школу до проверить олю. Дайте нам знать. Вот эти дни, вот такие люди будут проверять, будут ездить по школам и по садам. Вот хай жудода кухая хак из куц. Цохя замок не орижон хело, хак кушили негатив, багар за скола жан ричать или один доли начинил. Питку ричанги, ричаги. Цо адам ричаги жан. Даже родители идти, волево первой школы Райсат Амарана Холу годинам. Даже родители си ричаги жан. Шиз ватинюги, шу ватинюги хазе. При этом вот тем хвалу унижец айзеканами не во всех школах есть такая возможность охраны чара. Это мы тоже понимаем. Однако буги желта разъемон окихан, чтобы уборщица икунаха, дежурный учитель икуна. Этот момент очень строго надо взять под контроль. Царих Питохитин Дицитинар, шайдом жизнь продолжается. Царь нужно халтун халфи, хитца не махич, не нужно цвепайля. Я не критериям хута янчи. Вот у меня сейчас такая идея, хайзи митинг районда, Родина Мать Совет. Если мы на 9 мая Росударакалку Шарикову праздновать День Победы из Рахунюкаратани, теперь я думаю, у подножия этого памятника Эбельхиора, там мы и наши дети лучше поймут 41-е, эти списки, которые Адамовы, как тяжело их отправляли на войну родители, как тяжело это переносили дети войны Шаукарали. И я думаю, мы туда пригласим сада другу. Мне клянусь, обидно, очень жалко тех ребят и тех родителей, Хабушина Хвасал, Анхуд Михуд, Моцахтва, от всех заманах, пишу, захматы заманах, с какой стороны подойти, щитой Айлином, к заманах, Вару Карвасалги, Васалу Эвелевеновки. Мне их жалко. Почему-то никто митинговать тогда не собирался. Почему-то никто, каждый жендир Квалихелда, Улдили, Эвелевлуки, Гурмани, никто об этом думать не хотел. А сейчас, когда это коснулось каждую семью, теперь, видите ли, и митинги, и это, и то, и почему, и зачем. Хитр зеленая дорога не бывает. Сонду книги Кунару, значит, суждено было это случиться. Значит, никак не смотрят, один ему или хваму книгу Аллас. Очень хочется верить
ининга ситуация разъяснительный он, потому что Надежда умирает последним. Единственное мне, что от вас нужно, в субботу, я думаю, старшеклассника врачом будут они 9 бажолу, организовать бажолу, врачом бажолу, мы отменим уроки. Если мы День Победы ее отменяли, сегодня тоже, кстати, отменить уроки и проведем главный урок в субботу. Вот у подножия этого памятника. Я думаю, этот урок будет в субботу главным. Лучше, чем любые уроки химии и физики и так далее. Я надеюсь на ваше понимание, нужно каждый, нужно коллективов, нужно старшеклассников и не организовать гибель.